Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня я хотел бы сделать обращение по поводу предстоящего марша, пешего марша за верховенство права и справедливости, который пройдет от здания Совета Европы в Страсбурге до штаб-квартиры ООН в Женеве. Как всем известно, 23 февраля 2018 года в адрес генерального прокурора Международного уголовного суда в Гааге было подано заявление, в котором в более чем на 200 листах приведены доказательства совершенных преступлений политическими и военными силами Российской Федерации против чеченского народа. Составитель данного заявления Саид Амин Ибрагимов разделил его на 4 категории преступлений: агрессия, геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Впервые за время 400-летней перманентной войны России против свободы и независимости чеченского народа мы обратились в единственный в современном мире суд, имеющий полномочия провести расследование, установить истину и вынести свой вердикт в отношении высокопоставленных преступников. Несмотря на то, что некоторые скептики утверждают, что российские преступники не подсудны Международному уголовному суду, так как не ратифицировали его статут, Ибрагимов уверен, что МУС, который принял заявление, обязан провести объективное расследование. А уже затем, по результатам расследования, может решаться вопрос подсудности, исходя из принципа неотвратимости наказания за преступление. Но генеральный прокурор Международного уголовного суда пока не решается начать это расследование. В ответном письме от имени генерального прокурора сказано, что МУС, Международный уголовный суд, может начать расследование. Первое, если заявитель предоставит новые доказательства преступления России. Второе, если Россия ратифицирует статут МУС. И третье, если поступит письмо от Совета Безопасности ООН. Первое. Новые доказательства преступлений политических и военных сил России предоставлены в Международный уголовный суд, но это пока не побудило МУС начать расследование. Второе. По понятным причинам российские преступники, находящиеся у власти, виновные в убийстве сотен тысяч людей, конечно же, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, так как понимают, что их ждет уголовная ответственность. Остается третий вариант, третье условие Международного уголовного суда, который мы никак не можем оставить без внимания. Мы будем добиваться письма в МУС от Совбеза ООН. Мы понимаем, что это будет попытка войти в закрытые двери, и что Россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН, может наложить вето и не допустить, чтобы Совбез направил письмо МУС. Но выход должен быть. И мы должны всячески использовать все наши возможности, какие только у нас имеются. Мы будем добиваться, чтобы потенциальные преступники не тешили себя возможностью безнаказанностью за преступление. Не может быть так, чтобы были закрыты все пути наказания высокопоставленных преступников. Или хотя бы было проведено расследование убийства сотен тысяч людей. На данном этапе мы намерены провести пеший марш за верховенство права и справедливости, который пройдет от здания Совета Европы в Страсбурге до Европейской штаб-квартиры ООН в Женеве, в котором могут участвовать люди любой страны, любой национальности, желающие для себя и будущих поколений верховенства права и справедливости. Но для того, чтобы начать марш и провести его на должном уровне, необходима помощь, финансовая помощь. За 28 лет своей правозащитной деятельности, которая началась 9 апреля
1991 года нами были проведены множество маршей, множество акций против войны, голодовки, конференций, митинги и множество других мирных ненасильственных акций. За все это время нас никто никогда не финансировал, и нам удавалось обойтись без посторонней помощи. Но на этот раз нам нужна ваша помощь, даже минимальная. На экране вы можете увидеть банковский счет и реквизиты, на которые можно отправить на имя Сайдамина Ибрагимова, банковский счет, можете отправить средства. Идет активная подготовка для того, чтобы даже 10 человек или 20 человек могли в течение 30 дней идти. Это будет акция, которая будет привлекать к себе огромное внимание прессы, политиков, журналистов, общественных деятелей. Мы призываем вас также принять в этом участие. Я призываю вас в том числе, чтобы вы приняли участие в распространении данной информации и привлечении внимания общественности. Нужны средства, нужны автосредства, да? Нужны финансовые средства, какие-то средства имеются, но сейчас мы обращаемся к вам для того, чтобы начать подготовку к этой акции. Нужна ваша помощь, в том числе автомобилем, своим присутствием, финансовая помощь. Масана дерес хуль дал мулатулам вайгахирбу вай туларду вай маш вай махца урду бехтевик шевега вай жепе озеру дал мула. Всем спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.